ТЯ продолжает акцию, посвященную Году литературы. Сегодня к нам присоединился глава промышленного округа Александр Подголов. Кстати, в рабочем кабинете мы его застали за чтением книги. Александр Григорьевич, добрый день. Добрый. Спасибо, что согласились поддержать акцию Якутского информационного агентства. Что вы сегодня собираетесь нам прочесть? Вот. Ну, я собираюсь прочитать совсем коротенький рассказ Антона Павловича Чехова «Вверх по лестнице». Почему именно Антон Павлович? Вот, наверное, я должен поблагодарить и вообще просто вспомнить двух людей, благодаря которым вообще я люблю литературу и читаю Антона Павловича Чехова. Значит, это свою классную руководительницу Прасковью Ивановну Власову, Царство Небесное, она 2 года тому назад умерла. Она была преподавателем литературы, это она была в 7-й школе. И вот особенно Раису Дмитриевну, надеюсь, она увидит эту передачу. Это в 26-й школе. Вот она, вот мне кажется, ну редко такие учителя есть, бывают вообще. Вот она нас научила читать книги. Мне очень интересные были уроки литературы. И у меня вообще 3 любимых писателя, которых я перечитываю часто, потому что они очень лаконичны. Кроме этого, у них у всех ирония, очень добрый юмор, и они все светлые. Это вот Антон Павлович Чехов, О. Генри и Андрей Битов. Хотя насчет Андрея Битова вот в последнее время можно, конечно, поспорить, но я говорю о том, который он был, когда молодой. Вот поэтому из этих 3 я все-таки решил, что самый великий из них все-таки это Антон Павлович Чехов. Поэтому на нем я остановился. Почему вы решили поддержать акцию Якутского информационного агентства? Ну, потому что столько лет занимаясь детьми и молодежью, я понял, что мы где-то сделали большую ошибку. Наши дети перестали читать. Наверное, это надо анализировать, это надо как-то исправлять, потому что интернет это нужно, это необходимо. Но вот так вот книгу читать, это совсем другое. Поэтому нам надо, пусть это будет там совсем маленькая капелька, но надо постараться, чтобы мы опять стали самой читающей страной в мире, но при том читающей книги, а не интернет. Вот. Поэтому акция очень хорошая, и я надеюсь, что ее поддержит большое количество людей. Ну, давно я не читал вслух произведения, но я попробую. Сразу же прошу извинения. Еще раз Антон Павлович Чехов, рассказ «Вверх по лестнице». Провинциальный советник Долбоносов, будучи однажды по делам службы в Питере, попал случайно на вечер к князю Фингалову. На этом вечере он, между прочим, к великому своему удивлению, встретил студента-юриста Щепоткина, бывшего лет 5 тому назад и репетитором его детей. Знакомых у него на вечере не было, и он от скуки подошел к Щепоткину. «Вы как же сюда попали?» – спросил он, зевая в кулак. «Так же, как и вы». «То есть, положим, не так, как я», – нахмурился Долбоносов, оглядывая Щепоткина. «Дела ваши как?» «Так себе. Кончил курс в университете и служу чиновником особых поручений при подоконникове». «Да, это на первых порах не дурно. Но, простите за нескромный вопрос, сколько дает вам ваша должность?» 800 рублей. «На табак не хватит», – пробормотал Долбоносов, опять впадая в снисходительно-покровительственный тон. «Конечно, для безбедного прожития в Петербурге этого недостаточно. Но кроме того, ведь я состою секретарем в правлении Угара-Дебаширской железной дороги. Это дает мне 1500. «Да, в таком случае, конечно», – перебил Долбоносов, причем по лицу его разлилось нечто вроде сияния. «Кстати, милейший мой, каким образом вы познакомились с хозяином этого дома?» «Очень просто», – равнодушно отвечал Щепоткин. «Я встретился с ним у статс-секретаря Лодкина». «Вы бываете у Лодкина?» – вытаращил глаза Долбоносов. «Очень часто. Я женат на его племяннице».
На племяннице? Скажите, я, знаете ли, того всегда желал вам, пророчил блестящую будущность, высокоуважаемый Иван Петрович. Петр Иванович, то есть Петр Иванович. А я, знаете ли, гляжу сейчас и вижу, что-то лицо знакомое, в одну секунду узнал. Дай, думаю, позову его к себе отобедать. Старику-то, думаю, небось не откажет. Отель Европа, номер 33, от часу до 6. Актуально до сих пор.